неделе сообщил министр регионального развития, что будет выделено 2 триллиона рублей на освоение Арктики, поддержки, государственной поддержки. Из них 800 миллиардов будет выделено из федерального бюджета. Вы говорили сейчас о целевых программах и так далее. Вопрос конкретный по этой теме. Сколько мы будем иметь из этих 800 миллиардов в 2014 году, поскольку цифра уже названа, нашей республике. Второе, ваши действия конкретные, поскольку нас уже кастрировали на 5 улусов из 13, которые мы хотим, чтобы они были арктическими, конкретно на всю страну объявили. И как мы будем этого добиваться, поскольку ясно, что мы получим не ту поддержку, которую бы хотели. Это что касается Арктики. И доля нашего бюджета 2014 года софинансирования тех мероприятий, которые потребует Российской Федерации, естественно, на предмет арктической зоны. Желательно цифры бы назвать. Это первый вопрос. Второй. С 2014 года начинает действовать контрактная система. Что нового будет внедрено в систему госзакупок товаров и услуг в республике с учетом централизации отдельных видов продукции? Такого, как детского питания. На сегодняшний день его нет вообще в Арктике, поскольку им занимаются главные врачи. Будет ли изменена система закупок, подчеркиваю, с 2014 года в соответствии с федеральным законом? До этого он не совершен. И еще один вопрос. Это связано с дотациями. Контролировали и как вы будете менять систему контроля и механизмы по дотации сельхозпродукции в Арктике? За рыбу, закупленную в прошлом году, не рассчитались до сих пор. До сих пор. То есть сумма в бюджете выделяется, а деньги не поступают. Арктическая зона Российской Федерации, работа, о которой вы говорите, она проводилась уже в течение последних как минимум 4 месяцев. Мы формировали наше предложение со стороны правительства и президента Республики Саха-Якутия как на уровне правительства Российской Федерации, Министерства регионального развития. Мы отрабатывали с нашими экспертными организациями по поводу получения дополнительного заключения и на поддержке позиции Республики Саха-Якутия о необходимости определения арктической зоны как зоны 13 улусов Республики Саха. При этом обращаю ваше внимание, что Российская Федерация очень жестко, к сожалению, стоит на том, что в арктическую зону входит сухопутная зона, которая только приморская часть муниципального образования, находящаяся в приморской зоне арктическая зона Российской Федерации, так называется. К сожалению, основная идея, которая существует у Минрегиона Российской Федерации, это дополнительное обоснование по включению в СДРФ тех районов и тех регионов, которые являются, как формируются на уровне Российской Федерации, плацдармом для освоения и для реализации вот этих разного рода программ развития именно в этой приморской зоне. Несмотря на ту работу, которую мы провели как минимум с 5 экспертными организациями, как вы правильно говорите, Минрегион Российской Федерации, были встречи как президента, так и, вы знаете, сенатора Республики Саха-Якутия с министром регионального развития. Вместе с тем решение принято такое, какое оно принято. Речь о программе социально-экономического развития АЗРФ мы предполагали. К сожалению, только сегодня, вот буквально на прошлой неделе, стали ясны цифры. Поэтому ответить очень точно, какие цифры, однозначно, какие цифры мы будем рассчитывать в этой программе социально-экономического развития, к сожалению, я не могу. Вместе с тем, позиция у республики по-прежнему та же, то есть 13 улусов республики являются жестко связанными регионами. Они формируют единый народно-хозяйственный комплекс, который связан с деятельностью в арктической зоне. И в случае той деятельности, которая предполагается по освоению как шельфов, по освоению природных ресурсов в арктической зоне и в шельфовой зоне Арктики Российской Федерации, однозначно услуги и ресурсы этих улусов должны быть задействованы. Это позиция правительства Республики Саха-Якутия. Мы будем по-прежнему настаивать на ней. Как вы понимаете, это потребует однозначно также работы всех органов правительства, президента, я надеюсь, депутатов
Государственная Дума Российской Федерации и Совета Федерации также. По поводу закупок. Вопрос очень действительно острый. На сегодня, как вы знаете, федеральное законодательство очень резко меняется. Точно так же, как детское питание, мы на сегодня решаем такой же вопрос по поводу обеспечения как арктической зоны, так и нуждающихся слоев населения обеспечения ритмичных поставок и по лекарствам. Вместе с тем, эта задача стоит перед созданным в этом году, органом исполнительной власти, это комитетом по госзакупкам. Мы предполагаем, что уже в 4-м квартале мы начнем производить закупки для бюджета Республики Саха-Якутия с тем, чтобы начать их не с 1 января, после того, как будет сформирован бюджет и утвержден, а начать их закупать, проводить закупки в 4-м квартале этого года с тем, чтобы обеспечить ритмичную поставку. Такая задача есть, она поставлена как перед нами, органом исполнительной власти. Я надеюсь, что это мы сделаем. По дотации сельского хозяйства, я думаю, это вопрос, наверное, в том числе и к моим коллегам Министерства сельского хозяйства. Действительно, есть такая проблема, президент ставит перед нами задачу о том, чтобы снизилось количество звеньев по доступности и по получению денег напрямую из бюджета для производителей сельхозпродукции. Поэтому ответить более развернуто не могу. Владимир Михайлович готов после совещания еще раз поговорить.